Оперная труппа Казанского театра имени Мусы Джалиля возвращается с европейских гастролей. Артисты восхищали зарубежную публику несколько месяцев, а в Казани в это время радовались поклонники балета. В большинстве спектаклей блистали Руслан Савденов и Александра Сурадеева. Премьер и прима не только коллеги, но и супруги. Как живут два лидера в одной семье, Маргарита Петрова узнала в этот субботний вечер. Лауреаты международных конкурсов в Казани, они более 10 лет. Руслан Савденов и Александра Сурадеева родились в Алма-Ате. Там же окончили хореографическое училище. В его стенах и познакомились в 2000 году. Морской бой – одна из любимых игр отца и сына. Младший Савденов в таком противостоянии обычно выходит победителем. Хотя Руслана уверяет, играют без подавков, как и на сцене. Всегда к себе очень требователен, говорят муж и жена друг о друге. Возможно, поэтому сын узнает родителей в любой роли. Папа в феврале, у него борода, все накрашено, но все равно похоже. Нет, не похоже. Только глаза. А все остальное грим. Для артистов все-таки, ребенок, это как роскошь такая. И вот большинство, все артисты балета, любят детей очень. И он тоже как свой такой в доску с ними. В Казанском театре оперы и балета Дулат с малых лет. Не только за кулисами, иногда и сам выходит на сцену. Правда, в партиях не танцевально. Говорит, быть артистом балета не хочет. Почему? Ответ прост. Ну скажи. Что мама с папой не хотят, чтобы я занимался балетом. У него память хорошая. И мы хотели бы... Немного. Мы бы хотели развить ему эту память, и чтобы у него голова работала в другой сфере. Спорт какой-нибудь. Спорт. Мальчик увлекается футболом, и родители теперь тоже. Но провести выходные вместе получается редко из-за гастролей. Так они и влюбились друг в друга, часто танцевали вдвоем. А в Казань впервые приехали на Нуриевский фестиваль. Тогда же артистов пригласили в труппу татарского театра. Саша, премьера. На конкурсе, да? Перед этому помощнику. Талисманов у артистов нет, только несколько любимых костюмов хранятся дома. В нем, говорит Руслан, все получается. Дон Кихот – один из любимых спектаклей. Это балет-праздник. В Дон Кихоте можно покуражиться в этом плане. И как же и в Шурале тоже там можно и поимпровизировать, даже менять пластику. Один день может быть немного такой более граненный. Все твои пластические движения можно делать более такими угловатыми, граненными. Можно сделать один спектакль более мягким. Из сувениров дома только шут из Лебединого озера и балерина. В подарок артистам их привезли из Санкт-Петербурга. Сначала поклонники, после друзья. В театре есть традиция с премьерой поздравлять с шоколадом. Он дает энергию, объясняют танцовщики. На Западе подарки до спектакля, в России после. После бывает и такое. Я себе никогда ни в чем не отказывала, диеты никогда не держала, даже не знаю, что это такое. Никакие там, такое понятие пирожные, чтобы нельзя, или что-то там себе там в какие-то грани себя это так зависит от физиологии человека все-таки. Кстати, премьеры прима в одной семье уживаются мирно. Кто в доме хозяин, отвечают оба. Похвастаться супруги могут и одинаковым отношением к работе, ответственным и трепетным. А еще есть мечта – попробовать себя в другой пластике, станцевать модерн. Маргарита Петрова, Алексей Алексеев, телеканал Татарстан, Новый век.